Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Иншаллах, мы сегодня хотим показать, как делал омовение для намаза наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как передали нам его сподвижники, как делал омовение пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах в Коране говорит: «Я айюалладина аману, ида кунтум иля салати, факсилу вуджухакум, ва айдиякум иля аль-марафики, вамсаху бируусикум, арджулакум иля аль-ка'байн». О верующие, говорит Аллах Субхану ва Тааля, когда вы станете молиться, и у вас нет омовения, помойте свое лицо, руки до локтей, протирайте голову и ноги до щиколотки. И, иншаллах, сейчас покажем, как делал омовение наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Является сунной начать омовение с именем Аллаха. Говорит бисмиллах. И перед омовением должны намереваться, что мы хотим делать омовение. И не надо языком говорить, я намереваюсь, чтобы делать омовение. Не надо говорить, я намереваюсь, чтобы делать омовение для намаза. Нет, все это надо сердцем быть намерение, что омовение делать. И языком сказать бисмиллах и начать. Первое, что мы должны делать, является желательным 3 раза помыть руки. Бисмиллах. И протирание между пальцем тоже является сунной нашего пророка. Это 3 раза. Потом является желательным тоже полоскать рот и нос и высмаркивать. Это все является желательным. Без этого тоже омовение считается, по мнению большинства ученых. Это действие является желательным. Показываем. Берем воду правой рукой. Полоскаешь рот и нос вместе. И высмаркиваешь левой рукой. Это все является действием желательным. После этого приступаем мыть лицо. Берем воду. И лицо тоже считается от начала, где начинают расти волосы, и до подбородка вот этот, как конец челюсти до сюда, с длиной от это лицо, а ширина от уха до уха, это тоже весь это является лицо, и все волосы растут между этим, в этом пространстве является обязательно надо мыть 1 раз, 2 и 3 раз является мыть сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И также сунна является, у кого борода густая, протирать между это волосами, пальчики так проводить, является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Второй и третий является сунной. 1 раз помыл, омовение считается. Дальше приступаем мыть руки. Первый раз, вот это является обязательным. 1 раз помыть. 2 и 3 раз является сунной. И протирать между пальцами вот так тоже является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если человек на пальце есть кольцо, его тоже сунна пошевелить его, чтобы внутри кольца тоже вода зашла, чтобы не остался без воды это место. Если слишком это тугое кольцо, то обязательно его надо убрать, чтобы воду зашла. От начала до конца, до локтя, вместе с локтью надо помыть. Дальше приступаем мыть вторую руку тоже так же, как первую руку. Первый раз является обязательным, и 2 и 3 раз является желательным. Если даже 1 раз помыл, хватает для совершения намаза. 2 и 3 раз является сунной нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже если не протирать, просто ты руку вот так провел и даже не протирал, омовение считается, хоть даже ты руками сверху не провел. Главное, чтобы вода дошла до все место, где обязательно помыть. Даже его взял руку в речку, засунул, тоже считается омовение. Но является желательным протирать руки. Это уже закончили. 3 раза правый, 3 раза левый. Дальше является обязательным протирать голову. Назад и вперед. Это протирание, вот так протираешь, все это считается. Но сунна назад и вперед. Это сунна для женщин, это сунна для мужчин. У кого на голове была чалма,
или же у женщин платок завязан, и на улице не может она снимать, ей хватает начало головы, это волосы протирать и через платок привести тоже мокрую руку. Этого хватает для женщин, у кого платок завязан, и на улице не может платок снять. Иншаллах, через платок протирание дела тоже хватает. Аллаху алям. Имам Малик говорит, надо полностью протирать. Имам Абу Ханифа говорит, час, 1/3 час протирать хватает. Имам Шафи говорит, любой незначительный час протирать хватает. Из этого является желательным протирать весь голову назад и вперед. Это желательно и женщины тоже. Разногласия ученых. Заново воду взять или же теми же мокрыми руками протирать уши. Большинство сподвижники и ученые говорят, хватает те воду, которой ты протирал голову, с этими же мокрыми руками протирать уши. Как делается? Берешь указательные пальцы, суешь внутри ушей, эти большие пальцы за ушами вот так протираешь. Вот так протираешь один раз. Вот так берешь и протираешь, и этим заканчивается протирание ушей тоже. Это сунна. И заново воду взять для ушей. Есть ученые, которые говорят, для ушей заново воду взять является сунной тоже. Кто это делает, не надо ему говорить, ты противоречишь сунне пророка, саллаллаху. Здесь разногласия ученых. Аллаху алям. Есть много ошибок, которые люди совершают. Часто видишь, берут воду и вот так делают масху. Это не сунна, это большая ошибка. Сунна, как я показал, начать назад и вперед. Аллаху алям. Далее приступаем ноги мыть. И также начинаем с правой ноги. Начинать с правой ноги является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот один раз, вот это один раз помыть, это обязательно. А второй раз помыть и протирать между пальцем и мизинцем. Это между каждым пальцем проходить. Это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это второй раз. И третий раз это желательно. Также потом моем так же, как правую ногу и левую ногу тоже. Вот до щиколотки помыть это один раз обязательно. Второй раз и третий раз. И проводить палец между пальцем тоже является сунной, мизинцем, чтобы воду прошла. Вот омывание для намаза, как делал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда омывание закончился, пророк, саллаллаху алейхи говорил: «Ашхаду ан ла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулух, Аллахумма джальни минат таввабин, ва джальни минал мутатаххирин, субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк». Это дуа является сунной. Если даже в начале бисмиллах не скажешь, в конце это дуа не говоришь, омывание считается. Это сунна. Это небольшой дуа. Есть крепость мусульманина, может оттуда выучить и совершать сунну. А те дуа, которые делаются, когда лицо моешь, когда руки моешь, когда ноги моешь, это все не надо делать. Это хадисы, которые это пришло, не является даже не слабым, как ученые сказали. Это сильные слабые хадисы. Это не надо читать и нельзя читать. Говоришь бисмиллах, кончаешь этим дуа. Хоть даже время намаза не подошло, после омывания делать 2 раката сунны. 2 раката, это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто так омывание сделал, пророк саллаллаху сказал, с каждой каплей человека уходят грехи. Маленькие грехи уходят вместе с омыванием, как с каждой каплей, которая капает от тебя, с ним вместе твои грехи тоже уходят. Полностью очищается человек от маленьких грехов после омывания. Аллаху алям.